Эфир нашего телеканала продолжит актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Гость нашей программы сегодня – врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук гериатрического центра Республиканской клинической больницы номер 3 Сазонова Колымана. Колымана Константиновна, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Сегодня мы будем разговаривать о высокотехнологичной медицинской помощи. Расскажите нашим телезрителям, что это такое в целом и, в частности, по профилю эндокринологии. Высокотехнологическая медицинская помощь, она оказывается в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, и есть внебазовая программа, которая оказывается за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Лечение сахарного диабета – это непростая задача, и усилия врачей в основном направлены на то, чтобы стабилизировать сахар пациента с сахарным диабетом на уровне, как у здорового человека. Почему это очень важно? Это очень важно потому, что при нахождении пациента при высоких уровнях сахара крови организм запоминает, и это называется метаболическая память. К сожалению, исправить ее нельзя. И все усилия врачей и самих пациентов в том числе направлены на то, чтобы как можно дольше они находились в целевых уровнях сахара крови. И достижение вот этих целей может быть разными путями. Существуют разные методы. И вот один из этих методов – высокотехнологическая медицинская помощь по профилю эндокринология, помповая инсулинотерапия. Таким образом, на сегодняшний день нашим пациентам доступны два метода достижения целей в лечении сахарного диабета. Это инсулинотерапия с помощью шприц-ручки и помповая инсулинотерапия. Говоря о доступности, скажите, а где можно получить эту высокотехнологичную медицинскую помощь? Программа ВМП, как ее вкратце мы называем, она проходит в стационарных условиях. По профилю эндокринологии у нас работает два вида программы. Первый вид – это суточное мониторирование глюкозы, и второй вид, как мы уже сказали, это помповая инсулинотерапия. Получить ее можно в стационаре, как я уже сказала. Вообще помповая инсулинотерапия она появилась в середине прошлого века еще, а в Якутии она у нас работает уже более 10 лет. Детской эндокринологии в Якутской городской больнице. И в этой стезе наша больница, республиканская больница номер 3, с 2020 года у нас тоже вошла, мы тоже вошли в эту программу. И отличие в том, что у нас добавилось к инсулинотерапии еще и персонализированное мониторирование, суточное мониторирование глюкозы, которое тоже работает в наших условиях стационара. Те виды помощи, которые вы упомянули, можно ли сказать, что они подходят абсолютно всем пациентам или все-таки бывают какие-то противопоказания? Я скажу вкратце сначала о каждом виде в отдельности. Первый тип – это первый вид оказания помощи, это суточное мониторирование глюкозы. Оно заключается в том, что записываются показания глюкозы в течение дня и ночи, то есть суток, и это помогает и пациенту, и врачу лучше диагностировать заболевание, лучше корректировать лечение, которое получает он, да, и с помощью мониторирования пациент может в мобильном устройстве видеть показания своего сахара крови и видеть динамику, которую оказывает физическая нагрузка, питание на уровень его сахара, что очень демонстративно. И очень важно в первую очередь. Да, это очень важно и очень для многих пациентов является открытием. Может явиться даже открытием. И вот такую помощь, она может оказываться не обязательно пациентам именно с сахарным диабетом, конечно, им обязательно, а кроме этого суточное мониторирование можно проводить пациентам с нарушенным углеводным обменом, для того, чтобы уточнить вид нарушения, чтобы откорректировать лечение или
диагностировать даже заболевание. А второй вид высокотехнологической медицинской помощи, как мы уже сказали, это помповая инсулинотерапия. Она показана пациентам с сахарным диабетом первого типа и пациентам второго типа сахарного диабета, которые на инсулине. Чем она специфична? Специфична она тем, что инсулиновая помпа, которая предлагается по программе ВМП, это как можно сравнить, если сравнивать с телефоном, то это сотовый телефон. То есть шприц-ручка это как стационарный телефон, значит, при улучшении условий, значит, это уже как сотовый телефон, помповая инсулинотерапия. Так что у пациентов появился выбор. Он может остаться на стационарных условиях, то есть на шприц-ручке, или может выбрать более высокотехнологичную помощь, помповую инсулинотерапию. Как у всех ВМП, на помповой инсулинотерапии есть и положительные, и отрицательные моменты, но я скажу о положительных, основных положительных моментах. Во-первых, это уменьшение количества инъекций. Если на шприц-ручках пациенту приходится как минимум 3 раза в день колоть инсулин, то при помповой инсулинотерапии канюля, которая вводит инсулин, меняется как минимум в 3 дня 1 раз. Это является очень мотивирующим фактором для пациентов. Вторым очень значимым приоритетом является то, что точность введения доз на помповой инсулинотерапии в разы выше, до сотовых долей единиц инсулина. Кроме того, в помповой инсулинотерапии, как и в сотовых телефонах, имеются разные программы, с помощью которых пациент может установить разные дозы инсулина в разное время суток, дня и ночи. Это тоже очень мотивирует, и самое главное, что это способствует лучшей компенсации, чем на шприц-ручках. Вот если говорить о ситуации с заболеваемостью сахарным диабетом в целом у нас по республике, то скажите, какая сейчас наблюдается тенденция? Все-таки это рост заболевания или, может быть, какой-то спад? Кто в группе риска? И самое главное, на какой звоночек следует обратить внимание, чтобы пойти и провериться? Сахарный диабет Всемирной организации здравоохранения уже много лет как выведен на уровень пандемии. И по России, и вообще во всем мире наблюдается рост заболеваемости сахарным диабетом. Нынешняя ситуация эпидемиологическая, ковид, она не улучшила положение заболеваемостью сахарным диабетом. В России тоже имеется тенденция роста. В республике у нас ежегодно не менее 2000 новых выявленных случаев сахарного диабета. И отмечается рост, конечно, особенно за последний год пандемии коронавирусом. Сахарный диабет значительно возрос. Но... А кто в группе риска все-таки? Какая-то возрастная, может быть, определенная категория есть? Мужчины или женщины чаще обнаруживают у себя это заболевание? Ну, такой большой тенденции не наблюдается, но поскольку все-таки сахарный диабет – это образ жизни, то чаще, ну, по крайней мере, на данный момент, больше выявляется у лиц среднего возраста, у пожилых, поскольку они группа риска и по ковид-инфекции, и по другим возрастзависимым заболеваниям. Это, конечно, тоже является провоцирующим фактором развития сахарного диабета. Расскажите, а какие еще программы по оздоровлению работают на сегодняшний день в вашей больнице? На сегодняшний день вся медицина тяготеет к стандартам лечения. Стандартизированная медицинская помощь сильно обогатила нас, но некоторые ценности, включая персонализированный подход к пациенту и активную профилактику с учетом управления образа жизни, которая не является приоритетом стандартизированной медицины, хотелось бы немножко активизировать. И поэтому отсюда, естественно, напрашивается желание развивать персонализированное направление в медицине. И в нашей республиканской больнице номер 3 с этого года начала работать программа «Гармезис», целью которой является модификация образа жизни с помощью простых, доступных методов
Мы рекомендуем, значит, персонифицированный подход к пациенту по изменению образа жизни по таким направлениям, как питание, индивидуальный подбор физических нагрузок и нормализация циркадных ритмов сна, бодрствования способствует улучшению и вообще приостанавливает развитие митохондриальных дисфункций, которые являются основой развития вторичных заболеваний, да, возраст-зависимых заболеваний. И я думаю, что люди, которые захотят пройти эту программу, многое узнают и о себе, и о своих персональных данных в качестве выносливости организма, и подбор индивидуальной программы для каждого окажется, наверное, для некоторых даже открытием. Калмана Константиновна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго вам. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Но высокотехнологичной медпомощи нам рассказала врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук гериатрического центра Республиканской клинической больницы номер 3 Сазонова Калмана. Берегите себя, не забывайте о том, что нужно носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.